В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали почти 6400 человек. В пунктах временного размещения находятся более 1500. Якутяне организовали сбор помощи населению Оренбургской области. Ею может быть новые вещи, не портящиеся продукты питания, а также товары первой необходимости. Вечный спутник апрельских будней – гололед. На улицах столицы работает спецтехника, а медики советуют быть предельно осторожными. Разрисованные стены, сломанные дверные ручки, треснутые стекла. В Ленске участились случаи вандализма на теплых остановках. Ну а в Нерюнгри тем временем стартовал конкурс «Учитель года». 11 педагогов из разных школ района принимают участие в отборочном этапе одного из самых главных конкурсов профмастерства. Почти 6400 человек эвакуировали в Оренбургской области из-за паводка. По состоянию на 8 утра по местному времени потоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 4385 человек и 816 единиц техники. Глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в Оренбургскую область, с воздуха осмотрел территории, которые больше всего пострадали в результате паводка. Он также заслушал доклады и определил дальнейшие действия по ликвидации последствий стихии, координации действий сил и средств. Неравнодушные якутяне инициировали сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, где в результате весеннего паводка были подтоплены сотни домов, а тысячи людей вынуждены переехать к родственникам или в пункты временного размещения. Сбор помощи был объявлен сегодня утром, и за считанные часы первые матрасы, одеяла, наборы постельного белья, средства гигиены и многое другое было принесено в пункт сбора помощи. Любой житель республики может внести свой вклад в дело общей помощи. Оренбургской области гуманитарную помощь принимают по адресу Курашова, 24, кабинет 405. В районах помощь принимают в администрациях. Я очень надеюсь, что предприятия республики, жители нашей республики присоединятся к Российской Федерации, и помощь со всей страны будет оказана городу Орску, Оренбургской области, чтобы все это быстрее закончилось, восстановительные работы еще будут, и чтобы люди в первые минуты, оказавшись в трудной ситуации, они чувствовали помощь наших граждан. Между тем, ситуация с паводками в российских регионах остается в центре внимания главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что Владимир Путин регулярно получает информацию о происходящем в регионах, оказавшихся в зоне бедствия. Напомню, 9 апреля Путин и его казахский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили паводки в приграничных районах. Полпред Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и Дом РФ проработать возможность выкупа льготного арендного жилья по дальневосточной ипотеке. В рамках программы планируется построить не менее 10 тысяч новых арендных квартир для студентов, молодых специалистов, а также иных категорий граждан, которые будут определены субъектами, входящими в ДВФО. Правительство страны на эти цели выделило 87 миллиардов рублей. Арендная плата будет доступна и за счет субсидирования ставок из федерального и регионального бюджетов. Для граждан она составит примерно 1/4 от среднерыночного уровня. Механизм льготного арендного жилья пролонгировать, сделав его дальше с переходом в льготную дальневосточную ипотеку. Предложение интересное. Надо посмотреть, сколько оно стоит, потому что там, боюсь, что деньги дополнительные потребуются. Но принципиально, конечно, людям будет это намного интереснее. Ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях, по которой до столицы доставляются груз, товары и продовольствие, закрывается с 15 апреля. Сейчас организации и частные предприниматели используют каждую минуту, чтобы успеть перевезти свой товар через реку. Подробности в следующем материале. Для железнодорожников, экспедиторов и грузополучателей настали самые ответственные и напряженные дни работы. Необходимо успеть довести до станции Нижний Бестях весь груз, который находится в пути следования на сети железных дорог, выгрузить и доставить его на левый берег реки Лены. У нас в компании железных дорог Якутии по отношению к прошлому году контейнерные перевозки увеличены на 157%. Это сказывается, то есть это объясняется тем, что, во-первых, сроки доставки от 15 до 22 суток это идут поезда с Москвы до станции Нижний Бестях. И, значит, это минимум, значит, погрузно-выгрузочных операций.
Со станции Столбовая Московской железной дороги организован прием грузов в контейнерах с назначением на станции железных дорог Якутии. Назначены контейнерные поезда с отправлением 2 раза в неделю по вторникам и пятницам со станции Столбовая назначением на станцию Нижний Бестях. Такие поезда в марте месяце уже были отправлены, показали великолепное время в пути, не больше 17 суток. И этот сервис мы планируем расширять дальше. А на станции Нижний Бестях тем временем вовсю кипит работа. Все структурные подразделения, задействованные в перевозочном процессе, действуют максимально оперативно. С начала года на станцию Нижний Бестяк прибыло 32 контейнерных поезда. Все они переработаны. В подходе на станцию Нижний Бестяк 2 контейнерных поезда. Это Столбовая и Белый Раст. До закрытия переправы данные поезда будут приняты. Груз будет выдан конечному грузополучателю. Ежедневно увеличивается объем контейнерных перевозок, а основная задача по обеспечению северного завоза через станцию Нижний Бестях выполнена в полном объеме. Власий Сергеев, Анатолий Гоголев, Алдан, Нижний Бестях, Якутск. С приходом весны на дорогах Якутска наблюдается гололед. Из-за резких перепадов температуры в течение дня снег и лед тают, а ночью улицы замерзают и город покрывает ледовая корка. Сотрудники ГИБДД в это время проводят свои рейды, во время которых напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. С начала года в Якутске произошло около 900 дорожно-транспортных происшествий, в которых более 90 человек получили травмы. В период гололеда количество ДТП на дорогах значительно увеличивается. За вчерашние сутки в городе Якутске зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Из них 2 – это наезды на пешеходов на пешеходных переходах. Это Сергелявское шоссе и Якова-Потапова, круговое движение, там нерегулируемый пешеходный переход, был совершен наезд на женщину, женщина получила множественные ушибы. И позже несовершеннолетний пешеход, девочка самостоятельно обратилась в больницу, это вечером к 9 часам вечера, и было установлено, что ранее на нее был совершен наезд, это Петра Алексеева Орджоникидзе. В условиях гололеда внимательным надо быть не только водителям, но и пешеходам. Соблюдение элементарных правил дорожного движения позволит не пополнить печальную статистику ГИБДД. И тут на помощь инспекторам приходят молодые люди из студенческого отряда правопорядка. Основной задачей нашего отряда является работа с пешеходами. То есть мы проводим акции, проводим беседы, пропаганду безопасности дорожного движения именно с пешеходами. Есть единицы, которые нарушают правила дорожного движения, но в большинстве случаев все, как сказать, все слушают и не нарушают правила. И водителям, и пешеходам следует помнить, что автомобиль является объектом повышенной опасности. И только внимание и взаимное уважение всех участников дорожного движения поможет сделать улицы и дороги города более безопасными. Александр Хавренко, Джилл Иннокентьев, Якутск. Новую школу открыли в селе Батагай-Лыта. Она была построена в рамках инвестиционной программы республики. В двухэтажном здании на 3000 квадратных метрах разместились учебные кабинеты, оснащенные лингофольными кабинетами, спортивные и актовые залы, пищеблок, медпункт и многие другие помещения. На территории школы построены спортивные и досуговые площадки. Глава Якутии Айсан Николаев отметил, что строительство нового здания школы на 220 мест позволит решить проблему обеспечения доступа к качественному образованию в комфортных условиях. Прекрасный объект, прекрасное здание, светлое, просторное, современное. Все классы укомплектованы, оснащены самым нужным, важным и современным оснащением. И, конечно, хочется, чтобы в этой школе были всегда отличные оценки у детей, чтобы у них были прекрасные перспективы, отличное будущее. Ну и, конечно, хочу пожелать крепкого здоровья. Скоро лето, это значит время готовиться к весенне-летнему сезону. Как только устанавливается теплая погода, начинается пора новых неприятностей. Сезонная аллергия, она же пыльцевая лихорадка, становится серьезной проблемой. О том, как бороться с аллергией и какие современные методы лечения существуют, расскажет Дарья Короленкова.
Сезонная аллергия чаще всего представляет собой реакцию организма на цветение пыльцы деревьев и трав. Как правило, от такого недуга не застрахованы ни дети, ни взрослые. Поэтому такое заболевание может поразить каждого по разным причинам. Если иммунная система дает сбой, то иммунитет уже неправильно реагирует на обычные вещества, на пыльцу березы, на животные, на пищу. Аллергия, да, в последнее время очень такое распространенное заболевание. Практически каждый второй заболевает аллергическими реакциями. Прежде всего на аллергию действует предрасположенность, наследственный фактор. Далее уже идет вот эти вот все наше питание, образ жизни, экология. Это все влияет на реакцию аллергии. В борьбе с аллергией врачи используют и современные методы. Так, сегодня можно обратиться к иммунотерапии. Суть метода заключается в постепенном введении в организм пациента по специальной схеме возрастающих доз аллергена, на который возникает реакция. Терапия может занять от 3 до 5 лет. В маленьких дозировках вводим в организм этот вот аллерген, на что есть реакция. За счет этого клеточки иммунитета организм привыкает к этому и уже не так сильно реагирует. Чтобы определить причины возникновения аллергии, врачи выполняют анализ с помощью аллергопроб, как правило, на внутренней поверхности предплечий. Потом на кожу наносят по 1 капле исследуемых аллергенов теста контрольной жидкости и с карификатором делают маленькие царапины. Результат определяют по форме волдыря, измеряя его по максимальному диаметру. У сезонной аллергии такие же симптомы, как у заболевания ОРВИ. Единственное, нет температуры. Также идет заложенность носа, чешется, опухают глаза и также болит голова. Сейчас мы с вами узнаем у людей, знают ли они симптомы в целом аллергии. Знаете ли вы симптомы сезонной аллергии? Нет. У вас нет аллергии? Нет, ну да, чуток. Какие? Если много сладкого съесть, то у меня сыпь вылазит. Синий становится. А если заложенность носа или голова болит, может? Ну, голова чуток болит. А так все. И как спасаешься? Никак, просто сладко не ем. Часто встречается у многих аллергия. Ну, как показалось, сейчас у нас ее нет. Нам сделали тест, царапины, да, на руках. Ну и таким образом выяснили, что аллергии как таковой нет. Специалисты советуют не игнорировать первые признаки аллергии, так как при неправильной терапии степень тяжести аллергического заболевания становится более тяжелой, а спектр чувствительности к пыльце растений может увеличиться. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. Разрисованные стены, сломанные дверные ручки, треснутые стекла. В Ленске участились случаи вандализма на теплых остановках. Хулиганов не останавливают при этом даже камеры видеонаблюдения, установленные внутри и снаружи обогреваемых павильонов. В проблеме разбиралась моя коллега Светлана Балеева. На теплой остановке в центре города около почты вандалы выломали ручки, сломали потолок, подожгли датчик пожарной безопасности, вырвали доводчики. И это не говоря уже об оставленном мусоре, в котором буквально утопает павильон. Очень хорошо, что теплые остановки есть. Очень удобно ждать, тем более, что иногда приходится ожидать до 30, а то и часа. Очень грязно на остановке. Часто уезжаем, люди даже не обращают внимания. Ручки выломали. Что делается дальше, неизвестно. Конечно же, все это проделки подростков. Их неоднократно запечатлели камеры видеонаблюдения. В городской администрации отметили, что они, конечно, привели павильоны в порядок, но надолго ли? Ведь сохранность имущества зависит в первую очередь от самих ленчан. Все это совершается явно на глазах других жителей, которые могли бы в свое время остановить подростков, объяснить, что это наше общее с вами достояние. Хотелось бы следующие остановки, которые мы будем ставить, чтобы уже не приходилось тратить деньги на восстановление вместо того, чтобы покупать еще дополнительные, а нам сегодня с вами требуются в отдаленных микрорайонах, в том числе вот на автостанции, в микрорайоне Разведчик, чтобы были теплые остановки. А мы сегодня будем вынуждены тратить средства на восстановление этих. Этот остановочный павильон был сдан в аренду предпринимателю города, но он не выполнил обязательства, данные при заключении договора аренды. Много мусора, не убирается, помещение. Мы на сегодня с ними расторгаем отношения.
объявляем конкурс и будем заключать с другим предпринимателем, который будет содержать. Сегодня администрация Ленска всячески старается для жителей города. Зима у нас суровая, температура может опускаться до минус 40 и ниже. Теплые остановки предназначены для того, чтобы нашим горожанам было комфортно, тепло ждать общественный транспорт. Глава города отметил, что этот факт вандализма не останется без внимания и будут приняты соответствующие меры для привлечения нарушителей к ответственности. Такие хорошие объекты появляются, а отношения не совсем подобающие. Так что, конечно, хотелось бы обратиться, пожелать всем нашим ленчанам, да, если мы видим такие случаи, обязательно реагировать на эти вещи, чтобы дольше новые объекты радовали глаз горожан. Тех, кто стал очевидцем факта нарушения общественного порядка, также вандализма в теплых остановках, власти города просят сообщать обязательно в полицию. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Прием документов для поступления в СФУ стартует с 20 июня. По программам СПО набор будет вестись по 11 образовательным программам в 4 учебных подразделениях вуза. Одним из новшеств приемной кампании этого года станет приоритетное зачисление участников СВО и их детей. В этом году СВФУ примет 2662 абитуриента на бюджетные места очной формы обучения, а по заочной – 390. Всего выделено 3687 бюджетных мест. Отмечу, что наибольшее число образовательных направлений представлено в колледже инфраструктурных технологий СВФУ. Здесь открыто 275 бюджетных и 94 платных места по 8 видам подготовки. В институте у нас будет проводиться в этом году набор по 9 разным очень интересным направлениям, таких как, например, начиная с физики, заканчивая энергетикой, можно сказать так. Да, и хотелось бы немножко рассказать про то, что, открыть занавес, да, немножко о том, что у нас будет реализовываться в этом году проект совместный с МФТИ. То есть на днях у нас будет подписан договор с МФТИ, целевым фондом будущих поколений и полиметаллическим холдингом «Селикдар». Наука и инновационные разработки «Северу» в алмазной столице прошла 3-я международная научно-практическая конференция. В этом году она была посвящена памяти профессора кафедры английской филологии Альбины Гольдман. Подробности в материале далее. В рамках 30-летия создания Мирнинского политехнического института с пленарного заседания открылась 3-я международная научно-практическая конференция «Наука и инновационные разработки Северу». Открыл заседание заведующий кафедрой горного дела профессор Игорь Зырянов. Он сказал о том, что в МПТИ отмечается очень высокий процент трудоустройства выпускников по выбранной специальности. Вот как только был создан Мирнинский политех, у нас традиция. Раз в 5 лет мы встречаемся с научным сообществом нашей страны и из дальнего зарубежья и обмениваемся мнениями. О современных технологиях, которые мы в первую очередь, коль мы институт, в образовательный процесс мы включаем все, что новинки, которые существуют. Мы не только формальные моменты, что мы издаем сборник научных трудов, но мы и там отражаем решение нашей конференции. На что надо обратить, на что нацелено, какие аспекты нужно более глубоко проработать, в том числе и с учетом, чтобы наш выпускник соответствовал требованиям сегодняшнего дня для потенциальных работодателей. В этом году конференция была посвящена памяти Альбины Гольдман, много лет отдавшей становлению и развитию Политехнического института. За 2 дня участники выслушали около 200 докладов по 7 разным секционным заседаниям. Одним из атрибутов любого вуза является это научная деятельность, и сегодняшняя конференция, которую мы проводим здесь, она является сама по себе таким мощным элементом обмена научными достижениями. Сюда приехали исследователи, ученые не только из Якутии, но и из разных уголков нашей страны. Одно из самых важных направлений конференции является интеграция тех передовых технологий, которые сформировались и которые необходимо рассмотреть с тем, чтобы как можно лучше адаптировать их с учетом региональной составляющей и потенциальных работодателей. Анна Васильева, Мирный. В Нерюнгри стартовал конкурс «Учитель года». 11 педагогов из разных школ района принимают участие в отборочном этапе одного из главных конкурсов профмастерства среди сотрудников образовательных организаций. Конкурсантам предстоит пройти 3 испытания, чтобы выйти в финал. Подробности в материале далее.
11 педагогов, учителя начальных классов и учителя-предметники на своих учебных занятиях в рамках конкурса погрузили учеников и экспертное жюри в мир вдохновляющих идей и инновационных подходов к обучению. Они поделились своими лучшими практиками и уникальными методиками. Так, Яна Грига, педагог с 7-летним стажем, урок физической культуры в игровой форме совместила с математикой и логикой. Уроки проходят всевозможные. На данном примере мы смотрим интегрированный урок. У нас совмещенный урок физкультуры и математики. Данные уроки очень интересны для детей, так как они могут использовать свои знания математики и совместить это еще и в двигательной активности. Конкурс пройдет в 3 этапа, по итогам которых определятся финалисты. Они будут принимать участие в 4-м испытании представления образовательного проекта и круглом столе. Недаром говорят, что успешный учитель – успешный ученик. И все, что учителя, я думаю, откроют в себе благодаря вот таким конкурсам, они обязательно принесут в свою повседневную работу, в уроки, к детям. Ну и от этого, я думаю, что наше образование станет только лучше. Подведение итогов муниципального этапа конкурса «Учитель года» состоится 12 апреля. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Работы якутских художниц оценили в 5 регионах страны. Выставку мира Аргуновой «Многоликая Россия» увидели на Дальнем Востоке, в Сибири и главных столицах. На этот раз познакомиться с картинами поближе смогут жители и гости Москвы. Экспозиция открылась в здании Общественной палаты Российской Федерации. Мира Аргунова – дипломант международных конкурсов по живописи и графике. Ее картины высоко оценили на 50 международных, российских и региональных биеннале. Подробности расскажет Максим Кардозу. Буйство красок, национальные мотивы и погружение в мир народной мудрости. Все это про выставку Миры Аргуновой «Многоликая Россия». 80 картин художницы «Месяц» будут украшать интерьеры Общественной палаты Российской Федерации. Это объединенные 3 коллекции. Основная их тематика – визуализация пословиц и поговорок разных народов России. Мира, безусловно, сохраняя и национальную традицию якутскую, она создает работы, которые выходят за рамки какой-то одной узкой культуры этнической, в данном случае якутской. Здесь представлены и русские, и татарские, бурятские, башкирские, алтайские пословицы и поговорки, интерпретированные мирой так, как она видит. Работа над коллекцией шла несколько лет. Причем картины – это не только философское высказывание, но и настоящий творческий эксперимент. Художница использовала разные техники, а особенности ее живописного стиля характеризуются изящной палитрой, филигранной композицией, тонким психологизмом и живой пластикой создаваемых образов. Прежде всего был исследован этнографический материал, после чего были сделаны эскизы, модельные зарисовки с натуры, были использованы снимки, сделанные на щелевой лампе. Это новейшее оборудование, которое используется в современной медицине. Также классическая живопись маслом и акрилом. Выставка уже успела побывать в 5 регионах России. Ее оценили и в Горно-Алтайске, и Улан-Удэ, Санкт-Петербурге, других городах. Таким образом, больше 20 тысяч человек узнали о Якутии через творчество Миры Аргуновой. И для многих это стало настоящим открытием. Я смотрю, и меня просто удивляет. Знаете, мы настолько привыкли, что Якутия – это холод, это что-нибудь такое, знаете, бело-голубое, безмолвие, там, минус 50, и, в общем, очень-очень холодно. А здесь столько красок, здесь столько вот этого яркого восприятия мира, что, мне кажется, само это, вот этот контраст, это очень здорово, и мне кажется, что, ну, в общем, дальше выставка пойдет добрый путь ей. Полотна Миры Аргуновой пополнили экспозиции многих художественных музеев России. Ее картины находятся в частных коллекциях в Великобритании, Турции, Голландии, Китае и многих других странах. И можно с уверенностью сказать, что работы из цикла «Многоликая Россия» также разъедутся по нашей огромной стране. А в Общественной палате выставка будет открыта до 6 мая. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Чемпионат Азии по вольной борьбе примет Кыргызстан. В Бишкеке выступят Аял Лазарев, Аял Белолюбский, Андрей Аронов и Виктор Рассадин. Лазарев попробует еще раз подняться на пьедестал чемпионата Азии в категории до 125 килограмм. Напомню, на его счету золотая, серебряная и 3 бронзовые награды этого старта. На азиатском чемпионате в этом году дебютирует Аял Белолюбский, 57 килограмм, Виктор Рассадин, 74 килограмма и Андрей Аронов, 97 килограмм. Спортсмены весовых категорий до 57 и 97 килограмм начнут борьбу 11 апреля, а в весовых категориях 74 и 125 килограмм запланированы на следующий день.
Сочи 7 апреля стартовало всероссийское соревнование среди студентов по боксу памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр Алексея Киселева. Якутию представляет 11 боксеров от команды СВФУ. Данный всероссийский турнир считается чемпионатом страны среди студентов. Сами соревнования будут проходить до 14 апреля, разыграют 25 комплектов медалей. Боксеры, показавшие высокие результаты и занявшие призовые места, автоматически получают возможность отправиться на Всероссийскую универсиаду. Она состоится в Уфе в июле этого года. Таким увидели уходящий вторник наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.